Очень близко не надо. Тут мужчинки видны, там еще что-то там. Камера приехала, камера уехала. Все. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на площадке государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования КОМИ Республиканского института развития образования. И с вами снова я, старший методист Центра воспитания и социализации личности, поддержки молодежных инициатив, дополнительного образования Бадаева Лариса Владимировна. Мы с вами продолжаем проведение серии онлайн-семинаров в исполнении распоряжения главы Республики Коми номер 296-Р от 23 сентября 2021 года. И сегодня наша встреча состоится с педагогами, психологами и социальными работниками образовательных организаций по теме профилактика и противодействие распространению идей экстремизма среди несовершеннолетних и в молодежной среде. Но прежде чем приступить к нашему семинару, обращаюсь к вам, дорогие коллеги, если у вас в ходе семинара возникнут вопросы, пожелания, предложения, прошу писать в чате, нам очень важна обратная связь. Кроме того, хочу обратиться к вам лично, когда вы заходите в чат, прописывайте, пожалуйста, фамилию, имя, отчество, образовательную организацию и населенный пункт, кто к нам подключился. Итак, начинаем семинар. Нет, наверное, на сегодняшний день человека, в каком бы уголке земного шара он ни жил, который бы не знал, что два этих страшных слова – терроризм и экстремизм. Они заставляют нас встречаться, общаться, рассуждать, спорить о процессах, происходящих в обществе, о причинах зарождения и живучести насилия, о возможностях здравомыслящих людей противостоять этому злу. Несомненно, самой благодатной почвой для распространения идеологии терроризма и формирования стойкого неприятия общества является наше молодое поколение, ищущее собственное жизненное кредо, место в жизни, находящееся подчас в конфликте с самим собой, не говоря уже о близком окружении. Именно в такую молодую душу очень легко заронить сомнения, озлобленность и, как результат, поддержку террора. Хотелось бы обратить ваше внимание, что терроризм однозначно не имеет ни национальности, расовой, ни и гендерной принадлежности, вероисповедания, и неотъемлемой частью работы по профилактике деструктивного поведения детей и молодежи является педагогическое и психологическое просвещение коллектива, образовательной организации, и, конечно же, родителей, законных представителей. Сегодня мы с вами рассмотрим ряд вопросов, что такое экстремизм, его основные понятия, современная ситуация проявления экстремистских настроений в молодежной среде в Республике Коми, профилактика распространения молодежного экстремизма в сети интернет, маркеры вовлечения обучающихся в экстремистские сообщества и, конечно же, психологические аспекты профилактики и противодействия распространению идей экстремизма среди несовершеннолетних и молодежи. И я хочу вам представить наших экспертов. К нам в нашей студии сегодня находится начальник управления комплексной безопасности Сыктывкарского государственного университета Петерима Сорокина Зюзев Вячеслав Анатольевич. Вячеслав Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Сотрудник МВД Республики Коми Ряжских Алексей Вячеславович. Добрый вечер. И педагог-психолог Управления комплексной безопасности Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина Ольга Валерьевна Балябина. Добрый вечер. И я, наверное, сразу же представлю слово начальнику управления комплексной безопасности СГУ Вячеславу Анатольевичу. Вячеслав Анатольевич нам раскроет в своем выступлении, что такое экстремизм, основные его понятия, нормативные и правовые документы. Пожалуйста, Вячеслав Анатольевич. Спасибо. Значит, экстремизм – это крайняя форма приверженности к определенным взглядам в религии, чаще в политике, которая несет угрозу обществу и населению. Простыми словами, экстремизм – это призыв социальных масс к насильственным действиям против существующего политического, религиозного или социального строя. На сегодня существует проявления экстремизма, такие как проведение пропаганды и публичного демонстративного поведения,
фанатичность к конкретным взглядам и проявление жестокости по отношению к другим, проведение террористических и бандитских операций, захват власти идеологией, демонстрациями и пропагандой, использование нацистской символики и схожей атрибутики, призывы и распространение экстремистских материалов против существующего режима и социальных мнений. Проявление экстремизма выражается в конкретной идеологии, которую несет один человек или группа в общие массы. Экстремисты считают себя исключительными, превосходящими над другим по правам и развитию. Это порождает ненависть и вражду конкретно взятой социальной группе. Исходя из степени общественной опасности проявления экстремизма, в 2002 году был принят федеральный закон номер 114 ФЗ о противодействии экстремистской деятельности, который дал четкие определения экстремизму. Это насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности Российской Федерации, публичное оправдание терроризма, иная террористическая деятельность, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой признаков, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. Совершенствование преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Публичные призывы к осуществлению указанных деяний, либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов. На сегодня мы сталкиваемся с такими видами экстремизма, как политический экстремизм, религиозный экстремизм, национальный экстремизм и молодежный экстремизм. Хочется остановиться на молодежном экстремизме. Это касается наиболее незащищенных слоев населения, детей школьного возраста и студентов. Большинство молодых людей неосознанно пропадает в обществе, которое организует преступления, тайные встречи, сатанисты, скинхеды и прочие группы, где часто можно встретить молодых людей, действующих сообща. Более сильные морально и физически участники принуждают более слабых по духу к противоправным действиям, манипулируют ими. В итоге ребенок остается с подавленной психикой, он страдает от влияния своих ровесников. Часто экстремизм связан с деятельностью сект и культов, которые навязывают свои взгляды на всех участников. В истории существуют десятки примеров, самые яркие из них — Ку-клукс-клан, кришнаиты, свидетели Иеговы и прочие. Одной из таких организаций на сегодня является АУЕ, Арестантский уклад един. Хорошо структурированная и управляемая организация. Его участники причастны в том числе к организации массовых беспорядков. Деятельность этого движения основана на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. Движение пропагандирует... Какой слайд? 8. Движение АУЕ пропагандирует воровские и тюремные понятия криминальной среды. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию. Эта молодежная культура, пропагандирующая антисоциальный, преступный образ жизни и навязывающая стереотипы и модели поведения, характерные для представителей криминального мира, находящихся в местах лишения свободы. Социальный вред криминальной субкультуры заключается в том, что она уродливо социализирует личность несовершеннолетнего, стимулирует противоправное поведение и является механизмом воспроизведения преступности за счет несовершеннолетних и молодежи. Основу криминальной субкультуры составляют противоречащие гражданскому обществу ценности, а ее носителями являются представители криминального мира, чаще имеющие рецидив, которые аккумулируют и стремятся передавать устойчивый преступный опыт новым поколениям. Впервые о движении АУЕ в России широко заговорили в 2011 году, когда в Забайкальском крае задержали банду, напавшую на частную фирму из 20 человек. В августе 2020 года Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. Любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны. 9 слайд. Цель организации – вовлечение несовершеннолетних и молодежи в совершение преступлений, правонарушений и ведение антисоциального образа жизни.
использование несовершеннолетних и молодежи для участия в насильственных и незаконных протестных акциях, сбор средств для оказания материальной поддержки представителям криминального мира, возбуждение, извлечение выгоды путем реализации товаров, произведенных в местах лишения свободы. Слайд 10. На сегодняшний день в России 89 общественных объединений и религиозных организаций входят в перечень, в отношении которых Верховным судом России принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом номер 114. Еще 33 организации, в том числе иностранных и международных, признаны в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими. Все они так или иначе направлены на расовую, культурную, дискриминационную, нарушение прав человека, завладение его материальным благом. Создаются для жесткого контроля за членами группы, подавления собственного мышления, навязывания своих интересов для получения власти. Отсюда возникает культ личности и религия, который понижает бдительность людей, делает их подверженными чужому мнению, замкнутыми в себе. Слайд 11. Противодействие экстремизму – это важная процедура, которая позволяет восстановить нормальное состояние в обществе и нейтрализовать опасность. Принципы противодействия – это признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций, законность, гласность, приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации, приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности. Неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. Не является, например, признаком экстремизма нацистская атрибутика, которая законно находится в музее, но не используется для распространения убеждений других лиц. Многие писатели могут основываться на теме пропаганды чего-либо, но в форме научного исследования, изучения такого явления, в качестве литературного произведения, не для навязывания своих взглядов читателям. Профилактика экстремизма – это воспитательные пропагандистские меры, направленные на проведение экстремистской деятельности. Слайд 12. Наказание за экстремизм имеет градацию в зависимости от степени тяжести преступления. За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане или лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Административная ответственность наступает за пропаганду, публично демонстрирование нацистской атрибутики, производство и распространение экстремистских материалов. 14. Наиболее строгая форма ответственности – это уголовная. Устанавливает ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, равно унижение человеческого достоинства. Устанавливает ответственность за организацию и участие в экстремистском сообществе. Устанавливает ответственность за организацию деятельности экстремистской организации. Закон преследует любые действия, которые направлены против государственного строя и общественного благополучия. Деятели такого движения намеренно идут против государства, социума, чтобы нарушить ценности, права, традиционные взгляды. 15. И феномен экстремизма изучается до сих пор, поэтому этот термин охватывает все структуры жизнедеятельности человека и требует детального анализа. Спасибо за внимание. Руслан Анатольевич, спасибо большое за выступление. А теперь для закрепления материала мы с вами посмотрим антитеррористический видеоролик. Он называется «Радикализм, экстремизм, терроризм», который подготовлен Главным управлением по противодействию экстремизму МВД Российской Федерации. Пожалуйста, включите нам. Порой для достижения своих целей люди идут на крайние меры. Вы наверняка слышали об ужасающих терактах или взятии заложников. Сегодня мы расскажем, почему подобное случается и что об этом думает наука. Приверженность к крайним взглядам называется экстремизмом. Экстремизм не возникает сам по себе. Это явление связано с такими понятиями, как радикализм и терроризм. Ученые полагают, что каждое из этих явлений влияет на появление следующего. Другими словами, в человеке с крайними взглядами развивается определенная идеология, которая в итоге может привести к совершению преступлений. Если посмотреть на распространение таких проявлений в обществе, то можно увидеть довольно четкую схему. Наиболее распространенным из этих явлений окажется радикализм. В меньшей степени распространен экстремизм.
и наименее часто встречающимся остается терроризм. Однако некоторые люди, придерживающиеся радикальных идей, могут годами оставаться при своем мнении, но при этом не переступать черту экстремизма. А другие в попытке найти смысл жизни могут сразу перескочить с радикальных идей к терроризму. Что же все-таки такое радикализм, экстремизм и терроризм, и как они взаимодействуют? Радикализм – это крайняя бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам и идеям. Обычно это касается социальной и политической сферы. Радикально настроенные люди желают резкого и полного изменения ситуации в обществе. Хотя встречается и радикальный консерватизм. Это когда человек любыми способами желает избежать даже незначительных изменений. В современном мире чаще всего используется понятие «политический радикализм», потому что больше всего радикальных идей касаются именно политики. Само слово «радикализм» образовано от латинского «корень». Получается, что люди радикальных взглядов желают изменить существующую ситуацию в корне. Почему же такие идеи вообще возникают? На самом деле, обычно радикализм, как явление, появляется в кризисные и тяжелые исторические периоды, когда теряется стабильность и происходят перемены. Люди начинают чувствовать угрозу для их привычного мира, угрозу традициям и даже собственному существованию. Однако существует умеренный радикализм. Представители этого течения не отрицают возможность применения насилия в процессе преобразований, но стараются в основном использовать более гуманные методы. Только вот результат, к которому они стремятся с помощью этих методов, все равно носит радикальный характер, то есть абсолютная перестройка установленного порядка. Наивысшей точкой развития радикальных идей является терроризм. Тут стоит отметить, что террористическая деятельность – это не только совершение террористического акта. Согласно Федеральному закону о противодействии терроризму, террористическая деятельность – это организация террористического акта, подстрекательство к террористическому акту, вербовка и обучение террористов. Полный список вы видите на экране. Можете поставить на паузу для удобства. Многие считают, что террористы – это религиозные фанатики, исповедующие ислам. На самом деле это совсем не так. Терроризм – это идеология насилия. Главной целью терроризма является воздействие на органы власти с помощью устрашения населения или другими насильственными способами. В определении терроризма нет ни слова о характеристиках личности, убеждениях, национальностях, вероисповедании и иных качествах. Это означает, что никаких личностных стереотипов террористов не существует. Человек может быть признан террористом только по факту совершения им террористических действий. Наиболее сложным для понимания является такое понятие, как экстремизм. Кого можно считать или называть экстремистом? Сам термин «экстремизм» означает приверженность к крайним взглядам и методам, от латинского «extremus» – «крайний», «чрезмерный». Это означает, что экстремизм не может быть умеренным, как, например, радикализм. Экстремист не считается преступником, пока он не начинает пропагандировать свою идеологию. Именно идеология служит основным инструментом, объединяющим экстремистов в сообщество и вовлекающим новых участников. В законе о противодействии экстремистской деятельности приведен список действий, являющихся экстремизмом. Это насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности государства, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, использование нацистской атрибутики или символики и еще множество других действий. Вы можете поставить на паузу и ознакомиться с полным списком. Этот список нельзя дополнять и расширять по своему усмотрению. За каждое вышеперечисленное деяние предусмотрена административная либо уголовная ответственность. Обратите внимание, ни в одном из пунктов нет слова «политика» или однокоренных ему. И это не случайно. В Конституции Российской Федерации закреплены идеологическое и политическое многообразие. Это отражено в 13-й статье Конституции. Вот что сказано в самой статье. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. Общественные объединения равны перед законом. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. То есть запрещены только идеологии из последнего пункта. Теперь становится понятно, и экстремизм, и терроризм основаны на радикальных идеологиях.
Но сами радикальные идеологии тоже делятся на прямо противоположные направления – праворадикальную и леворадикальную. Рассмотрим каждый поподробнее. Основная суть правого радикализма – это стремление вернуть традиционный строй. Праворадикалы намерены полностью изменить существующую систему, чтобы вернуть ушедший в прошлое традиционный режим и традиционные ценности. А леворадикальная идеология, наоборот, пропагандирует необходимость установления принципиально нового строя, не существовавшего ранее. Поэтому среди левых радикалов очень много самых разных течений, ведь их представление об идеальном обществе не основано на опыте предыдущих поколений, и, как следствие, каждый придумывает велосипед по-своему. Обычно люди, придерживающиеся деструктивных взглядов, для пропаганды своих идей используют информационные материалы. Чтобы не дать таким материалам распространиться, они отправляются на экспертизу. То есть подозрительные тексты, изображения и прочее подвергаются тщательному анализу. В случае, если будут выявлены признаки экстремистской деятельности, то по решению суда такие материалы признаются экстремистскими и вносятся в федеральный список экстремистских материалов. На данный момент в этом списке больше 5000 наименований. Все материалы, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, запрещены к производству и распространению на территории Российской Федерации. Это значит, что эти материалы нельзя копировать и публиковать. Список можно посмотреть на сайте Минюста. За нарушение будет штраф до 3000 рублей, либо арест до 15 суток. Также для распространения своей идеологии радикалы вовлекают людей в объединения, уже признанные экстремистскими. Такие объединения внесены в перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом о противодействии экстремистской деятельности. Список таких организаций также имеется на сайте Минюста. Сейчас там более 70 организаций. За создание или участие в составе экстремистской организации грозит уголовная ответственность. Как видите, представители радикальных течений ведут активную пропаганду. Сейчас, в век интернета, информационное пространство очень велико. Современный человек должен в режиме реального времени не только давать адекватную оценку полученной информации, но и принимать решения. Чтобы противостоять идеологической агрессии, нужны полноценные знания, в том числе по истории и обществоведению. Поэтому постоянно учитесь чему-то новому и смотрите другие наши ролики. Спасибо за ваше внимание. Мы ждем вас снова. И помните, ваша главная сила – знание. Уважаемые коллеги, после просмотра данного ролика мы понимаем, что терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в 21 столетие. С древнейших времен дезинформация были мощнейшим оружием. И сейчас, я думаю, ввести смуту в общество довольно легко при помощи сети интернет. Молодежь, в принципе, всегда была во все времена подвержена радикальным настроениям. Ну, во-первых, в силу своих, наверное, возрастных свойств, да, и даже в спокойной политическом, экономическом плане времена количество радикально настроенных людей среди молодежи было всегда выше, чем среди остального населения. И наш диалог вступает представитель Министерства внутренних дел Республики Коми Ряжских Алексей Вячеславович. Алексей Вячеславович, конечно же, готовясь к данному семинару, я посмотрела сведения Министерства внутренних дел Российской Федерации и хочу сказать, что вот 27 сентября на РИА Новости были выложены такие сведения о том, что за 8 месяцев текущего года Министерство внутренних дел Российской Федерации зафиксировано увеличение преступлений экстремистской направленности более чем на 30%. Это следует из отчета МВД России. На сайте Национального антитеррористического комитета 3 сентября 2021 года выложено выступление интервью руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Республике Коми Бурцева Александра Александровича. И он в своем интервью обозначил, что за первые 6 месяцев 2021 года была выявлена и пресечена деятельность 221 интернет-ресурса и 10 веб-зеркал, содержащих террористические экстремистские материалы. Насколько проблема экстремизма является актуальной для нашей республики? Вот и эти экстремистские настроения в молодежной среде за последнее время, они усилились или ослабли? Пожалуйста. Добрый вечер еще раз.
К сожалению, наверное, тенденция такова, что рост числа преступлений, да, он положительный. И категория лиц, которые совершают данные преступления и правонарушения, она молодеет с каждым годом. Вот за 2021 год сотрудниками в целом правоохранительных органов Республики Коми выявлено 5 преступлений террористического характера и 15 преступлений экстремистской направленности. Лица, соответственно, установлены, уголовные дела возбуждены, находятся в производстве. Из них МВД 10 преступлений выявлено и ФСБ 10. По материалам МВД в Республике Коми за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности возбуждено 2 уголовных дела. Одно из них в Сыктывкаре, второе в Воркуте. Что касается противодействия экстремистской деятельности, то по материалам МВД в Республике Коми возбуждено 8 уголовных дел. По части 2 статьи 280 3 возбуждены в Сыктывкаре, в Воркуте 1 и в 1 в Ухте. По части 282, по части 1 статьи 282 в Сыктывкаре 1. По части 2 статьи 282 части экстремистской деятельности в Сыктывкаре возбуждено 1 уголовное дело. Также регулярно у нас проводятся оперативные поисковые мероприятия и профилактические, то бишь у нас сотрудники ПДН приходят в школы, проводят информирование и все в таком духе. К сожалению, мы не можем охватить все, поэтому мы рассчитываем сильно на преподавательский состав, на сотрудников школ, на соцпедагогов и все остальное, непосредственно как на людей, приближенных к данной возрастной категории. Из последних, если взять примеры, то буквально вот недавно у нас в Ухте пресечена деятельность так называемого объединения, которое называется МКУ, расшифровывается маньяки, культ убийств, либо молодежь, которая улыбается. Смысл данного объединения в чем? Студент создал группу в социальной сети ВКонтакте, которая пропагандировала националистические идеи, националистические взгляды, также начал вокруг себя объединять единомышленников, объединяя общие идеи, которые непосредственно заключалась в разжигании межнациональной вражды, пропаганда нацистской символики и все в таком духе. Через социальную сеть с целью публичного ознакомления пользователей социальной сети ВКонтакте, аудитория, которая насчитывает более 400 миллионов человек, и склонение неопределенного широкого круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности, а именно к совершению насильственных действий и убийств в отношении представителей группы лиц, выделенных по расовому признаку, представителей негроидной расы, по национальному признаку представителей народов Средней Азии, Кавказа, Закавказья, и по региональному признаку лиц, исповедующих ислам, а также социальных групп лиц, употребляющих алкоголь и больных наркоманией. Публиковал в открытом доступе информационные материалы, содержание которых направлено на призыв к совершению насильственных действий. Сотрудниками МВД по Республике Коми совместно с сотрудниками УФСБ по Республике Коми проведена серия обысковых мероприятий, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, планшеты, флеш-карты, ноутбуки, сим-карты и системные блоки. В том числе изъято 7 единиц огнестрельного оружия, 404 единиц патронов, 4 банки пороха и различного рода пневматические пистолеты, пульти к пневматическому оружию, 14 ножей, в том числе 2 метательных. В принципе, на этом у меня все. Спасибо. Александр Вячеславович, то есть получается, что для Республики Коми эта проблема тоже на сегодняшний день она была, есть, и нам надо сделать так, чтобы ее было намного меньше. Каким образом? Вот МВД Республики Коми, какие-то профилактические мероприятия в данном плане, помимо того, что вы выявляете, пресекаете, а именно вот профилактические меры, какие-то операции, акции вы проводите? Да, за 2021 год проведены 2 информационные акции, одно оперативно-профилактическое мероприятие, которое направлено на снижение экстремистской деятельности в регионе. Первое – это информационная акция в сети интернет-22, которая проходила в День памяти начала Великой Отечественной войны. Цель акции – это недопущение фальсификации истории России и распространение в обществе различных спекуляций на данную тему. В сети интернет на неаффилированных сайтах
и интернет-ресурсах распространялись различного рода материалы, целью размещения которых было вот именно освещение тех событий с реальной стороны, которой оно было на самом деле. Также у нас со 2 по 5 сентября 2021 года проведена информационная акция «Мир детям», посвященная памятной дате День солидарности в борьбе с терроризмом. Целями информационной акции являлось противодействие идеологии терроризма, повышение имиджа правоохранительных органов в данной среде, а также популяризация позитивных установок, направленных на установление гармоничных отношений в обществе. В рамках проводимых мероприятий на ведомственных интернет-ресурсах распространена информация в информационном пространстве, в том числе сети интернет. Также был размещен ряд видеороликов с различного рода хэштегами. В целях предупреждения пресечения экстремистской деятельности, формирования у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии на территории Республики Коми в период с 17 по 26 ноября 2021 года проведены оперативно-профилактические мероприятия с ненавистью и ксенофобией нам не по пути. Ну, то есть мероприятий достаточно много проводится, да, в любом случае? Да, регулярно. Ну, ваше мнение, почему же наши дети все-таки заходят на, ну, неположительный контент, давайте даже скажем, отрицательный? Почему? В чем причина? Как вы думаете? Доступность информации, как бы, с одной стороны, наверное, это благо, с другой стороны, вот это имеет какой-то негативный эффект, потому что учащиеся школьного возраста наиболее, наверное, являются внушаемой категорией, которые легко поддаются новым идеям и новым веяниям. Достаточно, если попадается какой-то человек, назовем его условно вербовщик, ну, легко они доносят, навязывают радикальные какие-то идеи и подталкивают уже к совершению непосредственно правонарушений и преступлений. Угу. Вот педагог, который обратил внимание на поведение ребенка, не такое, как у всех, да? Чем-то он отличается. Что он должен сделать? Куда обращаться? Как вы думаете? Ну, в первую очередь, конечно, да, доложить уже непосредственно руководителям, то есть директору школы, социальному педагогу. Тут стоит различать четко и понимать, что изменение какое-то в поведении ребенка, но это не всегда же проявление экстремизма. Если, например, ребенок, там, у него родители славянские, все, то есть христианское вероисповедание, но он невзначай начинает придерживаться каких-то исламских взглядов, тут да, как бы есть повод задуматься, что это очень сильно радикально меняется поведение и все остальное. Также либо девочкам у нас бывали случаи, ни с того ни с сего вдруг начинают приходить в хиджабах в школу и рассказывать, что вот мы принимаем ислам и все. Тут да, стоит уже задуматься, но и дальше уже как бы к нам приходить, звонить, сообщать. Будем уже смотреть, разбираться, потому что ну, лучше мы лишний раз проверим, чем мы допустим в какой-то определенный момент, что что-то где-то пошло не так. Спасибо большое. В любом случае у нас тема выступления была профилактика распространения молодежного экстремизма в сети интернет. И я хочу попросить включить видеоролик анимационный, подготовленный Следственным управлением Следственного комитета России по Алтайскому краю. Он называется «Экстремизм – это преступление». И вот в нем приводится как раз пример, как можно попасть в тюрьму за репосты и комментарии в сети. Ролик опубликован на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю. И я вам хочу сказать, что те ролики, которые вы сегодня увидите, они будут размещены на слайдах, методическая копилка, мы к ним еще вернемся. Пожалуйста, включите, пожалуйста, ролик. Простите, я не знала, что это преступление. Экстремизм – это преступление. Илье 16 лет. Он получил уголовное наказание за то, что активно репостил в социальной сети на своей странице видеоролики и картинки, на которых светлокожие люди избивали тех, кто не похож на них по цвету кожи или по национальности. И добавлял комментарий «Так им и надо».
Илья хотел казаться смелым и независимым, заработать уважение сверстников, но оказалось наоборот. Потерял авторитет среди здравомыслящих людей и получил уголовное наказание. Эта судимость в будущем закроет парню множество перспектив. Например, он не добьется высоких целей, потому что многие дороги будут закрыты для него, не сможет интересно проводить время со сверстниками, да и просто беззаботно радоваться миру, так как свою юность он проведет за решеткой. Что такое экстремизм? Согласно статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, экстремизм – это действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды или унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации. К экстремистским действиям относятся одобрение нацистской символики, жестоких действий националистов, избиение людей другой расы, создание враждебных надписей и символов террористических групп на уличных объектах или в соцсети на личной странице, а также лайки, репосты или поощрительные комментарии с подобной информацией. Призывы совершать насилие в отношении вышеуказанных лиц на улице или в сети интернет тоже наказываются по Уголовному кодексу по статье 280. За экстремизм законом предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет. Ежегодно в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждаются десятки уголовных дел. Большинство подобных преступлений совершаются в интернете, в основном людьми от 14 до 22 лет, которые порой сообщали следователям, что не догадывались о противоправности своих действий. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Чтобы не стать экстремистом, помните, прежде чем публично высмеять что-то, написать, лайкнуть или сделать репост, следует задуматься, не оскорбляет ли картинка, видео или аудиофайл чьих-либо чувств, к чему этот пост может побудить читающего и не нарушает ли он общепринятые моральные принципы. Илья теперь навсегда запомнит эти правила, ведь он уже понял, что люди любой расы и национальности имеют право на жизнь, доброе к себе отношение и уважение, ведь человечество – это содружество разных культур, каждая из которых интересна и духовно богата. Нет плохих или хороших, мы – единое целое. Независимо от расы и национальности, все мы люди. Большое. И мы переходим в связи с тем, что Ольга Валерьевна торопится, бежит на следующее мероприятие. Не буду называть тему, в принципе, мы говорили. У меня один вопрос только. Ольга Валерьевна, как выявлять данных детей? На что обращать внимание? Каким образом выявлять эти увлечения субкультурами различных категорий? Пожалуйста. Еще раз добрый вечер. Попробую быть краткой, но не знаю, насколько это у меня получится. Если вы знаете, помните, все мы родом из детства. И причину любой проблемы принято искать непосредственно именно там. Почему? Потому что у детей и подростков низкая устойчивость личности к любым манипуляциям и провокациям. То есть дети всегда готовы пойти навстречу кому-то, потому что ему посулили конфетку, какой-то приз, велосипед и так далее. Да? Вот. Во-первых, у детей очень силен авторитет взрослых. Они стараются его слушать и говорят, ну как же, тетя, дядя сказали. Кроме этого, у детей есть еще наличие неудовлетворенных потребностей, таких как хочу. Хочу эту машинку, хочу эту игрушку, хочу там учиться, буду, не буду, я не одену эту одежду и так далее. В силу возраста у них невысокий уровень критичности мышления и, естественно, недостаточно жизненный опыт. Только вот по этим причинам ребенка относительно легко можно включить в ту-либо иную деструктивную субкультуру. Для любой деструктивной субкультуры есть ряд общих характеристик. Прежде всего, это такая характеристика, как насилие. И самое интересное, оно рассматривается насилие как поощряемый и самоценный вид деятельности. Если ты что-то сделал такое вне закона, если кого-то ты толкнул, значит, причинил какое-то телесное повреждение, да, ты наш, ты с нами, ты герой, мы тебя поддерживаем, не бойся, ты становишься смелым, то есть здесь идет культ такого антигероя. Следующее, любое насилие имеет идеологическое оправдание, то есть вот наша партия, наши взгляды, мы поддерживаем, еще что-то делаем, мы за бедных, мы за богатых и так далее, и так далее. То есть ребенок, находясь в этой общности, уже принимает все то, чем думают его окружающие. Следующий культ – это культ силы, то есть культ силы, лидерства, либо авторитарного характера.
Там тебе дают, ребенку дают понять, что он действительно что-то может. Если на какой-либо секции у него не получается, и тренер его постоянно ругает, да, то здесь его принимают. Ну как же, ты не стал чемпионом, но ты умеешь драться так, ты умеешь делать вот это, ты умеешь делать вот то. Еще одно из проявлений любой субкультуры – это, скажем так, ненависть и отторжение каких-то инакомыслий, да, то есть человек выглядит не так, как все, значит, ты не с нами, значит, он плохой, значит, он дурной, и есть повод применить в отношении данного человека насилие. Публичное проявление агрессивности рассматривается как желательное, то есть без этого, ну, мы не живем как субкультура. И еще один момент: в любой субкультуре нет ограничений по размеру общественного ущерба. Нам все равно, машину мы побили, либо там зданию какому-то нанесли ущерб. Самое главное, чтобы нас заметили. Субкультур таких много, дети у нас интересуются Колумбайном, там это скулшутинг, когда идет стрельба в школьных заведениях, в учебных заведениях. Это ультраправая идеология, с такими ребятами часто можно встретиться, ну, раньше было в больших крупных городах, это скинхеды. И еще есть такое течение, но одна из субкультур – это офники, околокриминальная культура, часто проявляются, скажем так, в кавычках, спортивных фанатов, но на самом деле действие далеко не спортивное. И чтобы заметить, что ваш ребенок принадлежит к той-либо иной субкультуре, ваш ученик, да, необходимо обратить внимание на следующие, скажем так, показатели, маркеры. Первое – это изменение внешности. Понятное дело, когда девочка растет и вдруг там в 15 лет решила поменять свою внешность, перекрасить волосы, чтобы понравиться кому-то, либо наоборот их отрастить, потому что ей близок образ Эльзы, например, да, это одно. Когда она резко, и культурой принято, что у женщин, например, длинные волосы должны быть, да, вот, и девочка у нас, например, резко избавляется от этих волос, наносит себе рисунок в виде там какой-нибудь сеточки, либо нацистских знаков, то есть здесь родителям необходимо и учителям обратить внимание. Сюда же относятся изменения в одежде. То есть в 1 класс, в 3 класс, начальную школу мама с папой покупают красивые платьица, пиджачки, галстучки. Есть еще и корпоративная культура, принадлежность к тому либо иному учебному заведению, то в более старших классах ученик просто буквально отказывается от всего этого, считает себя самостоятельным и носит одежду приверженцем той субкультуры, которой он является. Это агрессивное поведение ученика. Он очень агрессивно реагирует на различные замечания. Он готов вступить в перепалку. Он готов нанести какие-то телесные повреждения, толкнуть, выбросить. В ход идут летающие учебники, портфели и так далее. Хлопанье дверью, когда ваш добрый мальчик либо добрый ученик никогда этого не делал. Меняется эмоциональный фон. Настроение буквально как синусоида. С утра одно, вечером другое. И это проявление не на погоду, это проявление, скажем так, становится систематическим. Меняется привычный образ жизни. Ваш ребенок, паинька, ваш ученик, вдруг вы замечаете, что он на уроках спит. Почему спит, что случилось? А потому что он начал вести ночной образ жизни. Потому что мама с папой, когда ложатся спать, мы подключаемся к сети интернет и смотрим ролики, скажем так, определенного характера, как себе повести, что сделать и так далее. Ребенок может быть безразличным к учебной деятельности, к различной любой деятельности, общественно полезной, либо групповой. Весь класс куда-то идет, а я не хочу. Мне это теперь не интересно, у меня другие интересы и так далее, и так далее. Если спросить, о чем ты мечтаешь, о чем думаешь, ребенок замыкается в себе, он не говорит ни о своих планах, ни о своих желаниях. Элементарно, вот сейчас Новый год, и согласитесь, все дети в той либо иной степени ждут подарков. Им хочется чего-то интересного, яркого, ну, обычного праздника. Такой ребенок, такой ученик об этом вам говорить не будет. Он скажет: да мне не надо, мне все равно, что вы подарите, и так далее. Ну и, конечно, одним из таких показателей может быть пропуск уроков систематический. Не просто, когда мне было лениво, там заболел зуб, я придумал, что я пошел к врачу и так далее. А я просто не хочу ходить в эту школу, меня учителя не понимают, они плохие, я весь такой хороший, класс меня не любит и так далее, и так далее. То есть на уроке мы просто, как говорят теперь молодежь, забиваем. Кроме этого, необходимо понимать, что у детей, кроме общественной жизни, да, общения межличностного, есть еще общение в сети интернет. И было бы интересно понаблюдать за страничкой, за аккаунтом в интернете.
То есть что может происходить там? Сначала детки ставят все свои красивые фотографии. Девчонки любят делать селфи, так они встанут, так, и тут вдруг резко меняется какая-то картинка. То есть резкое изменение данных личного профиля в социальных сетях. Имя может быть поменено на ник. Ну, неизвестно, там какой-нибудь герой мультяшный, либо из какого-нибудь документального фильма. Подписка, когда вы смотрите страничку в интернете, там у нас сразу видны, в каких группах мы состоим, на что подписаны. То есть подписка на группы и сообщества в социальных сетях, посвященные экстремистской идеологии или движению. Публикации, репостинг материалов. Часто бывает, здесь уже было сказано в ролике, да, что необходимо наблюдать, когда вы ставите, и понимать, где вы ставите лайки, где делаете репосты. Здесь то же самое. Дети порой не понимают, но их просят об этом, потому что когда вы сделаете репост, сразу увеличивается количество пользователей по этому материалу. Публикация различных статусов. Я их не люблю, школа плохая, да пускай все горят в аду и так далее, и так далее. То есть статусы имеют негативный характер, направленный на уничтожение, на разрушение. Если появляются у ваших детей, скажем так, новые друзья, и эти друзья на порядок по возрастному цензу старше ваших учеников и детей. Ну и, естественно, когда страничка вдруг ни с того ни с сего становится закрытой. Потому что социальные сети в интернете, они предполагают большое количество общения. Специально они рассчитаны на то, что должны быть открытыми. Там у нас выставляются различные какие-то смешные истории, мимимишки, зверюшки и так далее, и так далее. А здесь аккаунт резко становится закрытым, то есть вы не можете попасть. Вот это должно вас насторожить. Кроме этого, есть еще у нас и маркеры визуальные, когда вы при изменении внешности можете наблюдать изменения в одежде. Резко там принадлежность, изменение в одежде может показать на принадлежность той либо иной субкультуре. Вот часто тяжелые ботинки, военная форма с металлическими какими-то элементами, цепи различные, они черепа, они указывают либо на наличие кельтских крестов, нацистской свастики, они указывают на принадлежность такой субкультуре, как ультраправые силы. Если у вас дети вдруг пришли в школу в черных плащах, круглые черные очки, черные бейсболки, футболки, обратите внимание на это, то это принадлежность Колумбайну. Часто в своих диалогах, да, либо в монологах такие дети могут называть фамилии своих кумиров, в кавычках, тех, кто впервые, скажем так, совершил те либо иные преступления, вот такие как скулшутинг. Кроме этого, виртуальная принадлежность, то есть подписка на сообщество, еще я вам рассказала, различные лайки, фотографии, портреты преступников, маньяков, да, истерзанные какие-то животные, очень много крови на страничках, либо вырезки, буквальные отрезки из мультфильмов, фильмов, где речь идет с такими словами, как «убью», «расстреляю», «ненавижу». Вот это должно вас насторожить. Ну и еще, естественно, сюда можно отнести как мотивационно-ценностные маркеры, когда мы не признаем органы государственной власти. В данной ситуации мы не признаем, дети наши могут не признавать школу. Не тому учат, не то рассказывают, не в той одежде учителя ходят и так далее. А вот там, а вот здесь, а вот исламская школа, а вот славянская школа. То есть на это тоже необходимо обратить внимание. Попыталась сказать быстро, надеюсь, вы, в принципе, поняли. Ну и единственное, еще хотела рассказать о рекомендациях по профилактике распространения идей экстремизма. Прежде всего, необходимо работать с родителями, потому что ребенок к вам пришел из семьи, сколько бы лет ему не было. С родителями необходимо работать, но, скажу честно, из своего опыта это порой бывает сложно. Потому что сейчас у нас учатся дети тех родителей, которым 30-40 лет, они застали наши лихие 90-е, когда у нас не было определенной системы, и родители сами, будучи детьми, росли, в принципе, как птицы вольные. Значит, задача такая, самое главное, наверное, собрать как можно больше информации о жизни обучающегося, что представляет его семья, какие отношения у него со сверстниками-педагогами, наличие различных неразрешенных конфликтов. То есть вы должны понимать, что если ребенок из, скажем так, его семья имеют какие-то семейные ценности, да, друг другу помогают, делают вместе уроки, мама, папа интересуются учебой ребенка, это одно.
но в силу определенных обстоятельств они вынуждены, скажем так, работать на 2-3 работах. В то же время, если дети предоставлены сами себе, то все возможно, и этого ребенка может поманить к себе различная субкультура. И ребенок, получив внимание, потому что мама с папой работают на 3 работах, они не могут ему дать той любви, заботы и внимания, а здесь ему дали. И он считает себя, скажем так, любимым членом этого общества и говорит, что здесь все хорошо. Кроме этого, вы должны понять, что каждая проблема имеет решение. С детьми необходимо говорить. Помните, что еще в Библии написано, да, со времен Адама и Евы запретный плод всегда сладок. Если мы будем только запрещать, это ни к чему хорошему не приведет. Нужно выяснить, что толкнуло ребенка на это, почему ему нравится та либо иная песня, тот либо иной фильм, а чем ему приглянулся главный герой, а как это можно, скажем так, применить к нашему настоящему времени. То есть вот эти моменты необходимо учитывать и объяснять ребенку, и рассказывать. С ребенком всегда должен быть диалог. А назидательный тон, ребенок закрывается и, скажем так, к себе, в свою душу, в свое сердце он вас не пустит. Вот. Но коррекционная работа, она проводится в буквальной степени всеми, да, так, это работа и психолога, это работа и социального педагога, работа с семьей, работа с окружением того либо иного ребенка, ну и работа в коллективе. Есть такое понятие, как синдром соленого огурца. В бочке соленые огурцы, бросьте туда свежий огурец, он через какое-то время тоже просолится. Так вот, то, что вы будете вкладывать в детей, то мы и получим. Очень необходимо сейчас развивать и духовную нравственность. Я работаю со студентами, и один как из элементов, мы сейчас на занятиях проводим психологический анализ тех либо иных фильмов, либо того либо иного произведения. С собой взяла, чтобы вы понимали, чем живут ваши дети. Это работал со мной 2-й курс, то есть выпускники прошлого года, не этого, а прошлого. Многие заканчивали ваши школы. Мы рассматривали поэму Маяковского «Что такое хорошо» и «Что такое плохо». Сейчас ее изучают крайне редко. Не все родители читают ее своим детям. И в то же время, когда Маяковский работал с этой поэмой, понятно, он рассчитывал на младший возраст, да. Мы смотрели на эту поэму уже с позиции 18-19-летних молодых людей. И я вам сейчас прочитаю четверостишье, и вы посмотрите, о чем они сейчас думают. На какие моменты и проблемы нашей жизни ребята указывали. Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице, ясно, это плохо очень для ребячей кожицы. Если буквально, то речь идет о грязнуле, который должен мыть руки, да. Вот. В то же время студенты сказали, что, проводили определенные метафоры, ассоциации, и сказали, что вот это четверостишье показывает, скажем так, о таком явлении в нашем обществе, как коррупция, о эмоциональном выгорании у человека. И вот четверостишье: если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. Здесь были затронуты такие понятия, как совесть, чистота души, здоровый образ жизни. Если ты порвал подряд книжицу и мячик, октябрята говорят плоховатый мальчик. Вот в этом стихотворении вспомнили фильм, эстонский фильм эстонских кинематографистов, называется «Класс», 2007 года. Этот фильм как раз про скулшутеров. То есть посчитали, насколько там вот поведение мальчика, порвал тетрадку, социальное поведение, он не признает никаких норм и правил, октябрята говорят, что это плохо, а он вот так поступает. Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха, про такого говорят, он плохой, неряха. Опять тут чистые руки, коррупция и фильм 97-го года «На игле». То есть вот с этой позиции можно, скажем так, не просто вы должны, вы обязаны, а необходимо дать возможность учащимся самим высказаться, что они понимают, что они вкладывают в то либо иное произведение. И, скажем так, в процессе диалога можно уже четко проставить и расставить все точки над такими понятиями, как хорошо и что такое хорошо и что такое плохо. У меня все. Спасибо за внимание. Огромное спасибо за выступление.
Такие яркие примеры и стихи. Слушайте, даже удивительно, что наши студенты, будущие педагоги, так размышляют, да, таким образом. В общем, уважаемые коллеги, я вам хочу сказать, что профилактика терроризма и деструктивного поведения крайне важна в работе преподавателей образовательных организаций абсолютно всех уровней, начиная от дошкольного, заканчивая высшими учебными заведениями, поскольку именно в начале, вот в юной головке ребенка можно посеять зерна, наверное, любой идеологии, да, скорее всего, вот таким образом. Торопитесь, да, тоже? Давайте все, потихонечку выходим. Спасибо огромное еще раз за выступление. А мы переходим с вами к рубрике нашего семинара «Методическая копилка». Включите, пожалуйста, слайды, которые из 4 штучек там встают. Уважаемые коллеги, свои... Следующий слайд. Значит, мы в эту методическую копилку внесли те документы, в которых нормативно-правовые акты, в которых определены понятия экстремизм, терроризм, и вы их видите на слайде, и вы можете их использовать при подготовке в родительских собраниях для родителей, ну и с детьми старших классов тоже доводить данные нормативные акты. Следующий слайд. Вот на этом слайде указаны разработанные методические рекомендации для педагогов, профилактики, диалоги терроризма, экстремизма в детской и молодежной среде. Имеется ссылка, что отражено и что приведено в настоящих методических рекомендациях, также указано на слайде. Я хочу сказать, что в данных рекомендациях представлены материалы для проведения образовательных организаций уроков, классных часов и неурочных занятий по профилактике терроризма, преступлений против личности, общества и государства. Следующий слайд. Ага. На следующем слайде указаны видеоролики, которые вы увидели сегодня в нашем семинаре, и еще ссылка на портал Республики Коми, где вы можете найти методические материалы, как понять, что ребенок подвергся вербовке, как выявить вовлечение ребенка в группы смерти, личная медиабезопасность подростков и другие. В общем, дорогие коллеги, наша задача с вами научить молодой разум отличать собственные приоритеты от навязанных чужеродных установок, которые несут разрушение, и научить ставить во главе своей жизни любовь к близким, к семье, к своей родине. Вот это основное средство для борьбы с экстремизмом и терроризмом. Любящий человек других людей никогда не поднимет на них руку. И давайте учить нашу молодежь просто любить и уважать друг друга. Благодарю за участие наших экспертов и вас, уважаемые коллеги. К сожалению, вы были неактивны в нашем семинаре. Почему? Потому что я не увидела ни одного вопроса от вас. Очень жаль. Но думаю, в следующий раз мы обязательно встретимся и более активно поработаем. Хочу напомнить, что у нас с вами состоится еще 2 семинара. Это 17 декабря. Состоится он с заместителями директоров по воспитательной работе, с педагогами, классовыми руководителями образовательных организаций Республики Коми. А тема семинара будет «Организация деятельности дружин юных пожарных образовательных организациях». И еще 20 декабря в 16:00 мы также с вами встречаемся на нашей площадке. Состоится республиканский онлайн-семинар по теме «Правовое воспитание как направление учебно-воспитательного процесса». Подключайтесь, пожалуйста, готовьте вопросы заранее. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Спасибо большое. До свидания.